Церемония проходила в недавно отстроенной в преддверии саммита СНГ юрте приемов. В честь 25-летия независимости республики знаки отличия получили более 250 человек. В числе наград были ордена Манаса второй и третьей степени, медали Данг и Эрдик. Кроме того, деятелям культуры и искусства были присвоены почетные звания: народный писатель, народный поэт, заслуженный артист и другие. Отличившимся в профессии президент вручил почетные грамоты. Также удостоившимся наград вручили единовременные премии в размере 10 тысяч сомов. Президент подчеркнул, что именно благодаря таким кыргызстанцам республика продолжает процветать, несмотря на мировой кризис. Помню, как несколько месяцев назад прочитал в интернете заметку одного гражданина одной из соседних стран о том, что Кыргызстан, что вот мы все смеялись над Кыргызстаном, ни нефти, ни газа, нищета, беднота. А теперь, когда пришел кризис, мы видим, что именно Кыргызстан нашел свой путь. Что именно сейчас Кыргызстан, когда все плачут и жалуются на кризис, не могут там пенсии поднять, другие проблемы сделать, зарплату некоторые не могут вовремя выплатить. Кыргызстан, наоборот, только набирает скорость и проводит даже такие мероприятия культурно-спортивными, которыми завидует весь мир. И это, конечно же, большая гордость. На церемонии вручения Алмазбек Атамбаев посмертно наградил высшим знаком отличия государственного деятеля Кыргызской ССР Исхака Разакова званием Героя Кыргызстана. На церемонию из Москвы прилетела его дочь Эльмира Разакова. В нашей семье это только мой сын и я, остальных Разаковых уже нет на свете. Я плакала, когда я об этом узнала. Моя племянница, которая умерла, старшая внучка деда, очень обижалась, что ему не вручили эту награду, хотя бы после смерти сразу. Но я рада, что Динарина мечта осуществилась. Награда нашла своего героя. Медаль Данг вручают за существенные достижения на госслужбе в производственной, научно-технической, творческой, воспитательной, общественной и благотворительной деятельности. В честь 25-летия независимости ее удостоились 40 кыргызстанцев. Сегодня, как и все десятки, сотни наших граждан, мне тоже была присуждена государственная награда, медаль Данг. Думаю, это, наверное, оценка моего скромного вклада в государственную службу. Для меня, конечно, это огромная честь. Алмазбек Атамбаев наградил медалями за мужество и отвагу 4 кыргызстанцев посмертно. Кроме того, родственникам погибших героев вручили единовременные премии в размере 20 тысяч сомов. Среди приглашенных Алтынгуль Абасканова, жена участкового Алмазбека Сулейманова, погибшего 6 лет назад при исполнении. Очень большая значимость для моих детей. Во-первых, это как идет для них воспитательный урок, что мы гордимся своим отцом, что он национальный герой, его признают президент, признает народ и мы сами. Звание народного артиста получили 18 деятелей искусства. Последние государственные награды получили в 1993 годы и в 2010 году получили 3 акына заслуженного артиста, а масштабно в этом году получают 6 акынов государственные награды. Это для нас и для народа Кыргызстана очень важное событие. Больше половины присутствующих поощрили почетными грамотами за самоотверженный труд на их профессиональном поприще. Сегодня награждают почетной грамотой республики. Я врач, за многолетний труд в области здравоохранения в Нарынской области. Я не могу даже сегодня выразить свои чувства. Я очень благодарен правительству, государству. По завершении торжественной церемонии президент еще раз поблагодарил собравшихся и отметил, что для Кыргызстана самая большая ценность – это его народ. Я хотел бы пожелать мира, благополучия и стабильности нашей страны, потому что пока не будет мира, стабильности и единства, конечно, ничего не удастся добиться. И мы должны быть к этому внимательны, потому что есть очень много сил, как за пределами нашей страны и внутри страны, которые хотели бы раскачать, расшатать страну, потому что им дорог свой карман.
свое будущее, но никак не будущее страны. А нам дорого наша страна. В этой связи каждый должен быть ответственным за родину, а патриотизм прежде всего выражается в вопросе выбора. Так Алмазбек Атамбаев призвал жителей всей страны не продавать свои голоса и выразил надежду, что зимние выборы в местной Кенеше, а затем и предстоящие президентские пройдут честно и прозрачно, подобно прошлогодним в Джугурку-Кенеш. Екатерина Ступкина, Манас Бакешев, НТС.